Но я вспоминаю, как мы сами работали на картошке. Там подхватить педикулез было, ну, вообще элементарно. Я удивляюсь, как мы без него приехали. Потому что стояла обыкновенная изба, на которой в 2 этажа нары, между которыми даже прохода нет. Ты входишь в избу, и ты залазишь на свое место. Вот так они по кругу стояли. Одна мужская изба, другая женская изба. И все. И баня там раз в 10 дней, если повезло, то баня. А если не повезло, то в 15. Так, в чем романтика? Ну, это и не считалось студенческим отрядом. Это была картошка, куда тебя хочешь, не хочешь, в сентябре месяце, вместо того, чтобы проходить учебу, будем говорить, тебя отправляли туда работать. Это уже в 80-е годы, когда эту картошку отдали под эгиду штаба студенческих отрядов, мы стали требовать создания нормальных условий для студентов, бытовых, условий нормальных на кухне и так далее. Стали требовать, чтобы им платили за это заработную плату, закрывать наряды. А раньше этого вообще не было. Вот. Конечно, и романтики там не было. А многие картошку вспоминают. Не, ну, конечно, вспоминаю. И я вспоминаю картошку, как мы ходили с ведром пива через лес борщевика вот этого, вот, а потом кружком вокруг этого ведра ложились человек 10 и соломинки, это ведро пива. Ну это же, как, разве об этом забудешь? Мы тогда даже не подозревали, чем нам этот борщевик грозит. Никто и думать об этом не думал. Вот. Кто его привез?